столетия. Напоминаю, что регламент доклада 7 минут. Да? Мы будем засекать. Когда 6 минут пройдет, мы скажем, что осталась 1 минута, чтобы можно было как-то свои мысли в кучу собрать. Если мы не ограничивали выступающих, как обыкновенно на пленарном, то здесь постараемся быть краткими и изложить наши мысли и выступления. И первый открыть нашу секцию приглашается Суркова Регина Фаргатовна, специалист по учету музейных предметов первой категории, хранитель музейных предметов муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти, Тольяттинский краеведческий музей. Тему, я думаю, объявит сама, поскольку тема может несколько корректироваться. Женского мордовского костюма первой половины 20 века на основе изучения фондов Тольяттинского краеведческого музея. На слайдах вы будете видеть элементы костюма, о которых я буду говорить. Мордва является одним из древнейших народов Поволжья. А можно презентацию? Не открывается? Тогда может... Культура мордовского народа привлекала внимание исследователей уже в XVIII веке. Тогда это были лишь отрывочные сведения по мордовской одежде и искусству. В XX веке появляется возможность более серьезного изучения вопроса в результате проведения археологических раскопок. Тольяттинский краеведческий музей, отлично, в силу специфики своей работы акцентирует внимание на сохранении, описании и изучении этнографического материала. Что не нажимается? Андрей Викторович. Первые предметы появились в музейном собрании в 1962 году. Собственно, в этом же году открылся наш музей. Они были переданы из Куйбышевского областного музея. Можно следующий слайд? В дальнейшем коллекция пополнялась за счет экспедиций по селам Ставропольского района Самарской области, а также безвозмездной передачи жителей города. Последнее поступление было в 2019 году. Можно следующий слайд? Жительница Тольятти передала мордовский костюм, датируемый второй половины 20 века, принадлежавший ее матери. Следующий. И еще следующий. На данный момент коллекция мордовский костюм насчитывает 69 единиц хранения, датируемые концом 19-го, второй половины 20 века. 68 из них элементы женского костюма. И в коллекции всего один мужской предмет – это свадебная рубаха. Мордовский женский национальный костюм представлен в фондах музея достаточно широко. Коллекция включает почти все элементы костюма. Исключение составляют некоторые украшения, штаны, понгст, которые мокши носили под рубахой и теплая верхняя одежда. На территории Ставропольского района живут представители обоих мордовских субэтносов, что также нашло отражение в музейной коллекции. Здесь почти в равных пропорциях присутствуют элементы женского костюма, как мордвы мокша, так и мордвы эрзи. В процессе анализа музейных предметов были найдены подтверждения тем характеристикам комплексов национальной одежды, которые были сделаны в разное время исследователями, как на основании археологических находок и результатов этнографических экспедиций, так и описания предметов других музеев. Из общих для двух мордовских этнических групп черт можно отметить несколько элементов. Во-первых, в качестве основной ткани использовалось полотно, во-вторых, рубахи шились в форме туники, и в-третьих, одежда украшалась вышивкой, бисером, монетами, раковинами. Мордовская женская рубаха-панар краилась из двух полотнищ холста. Украшение рубахи – это вышивка по шейному и грудному вырезам, концам рукавов и подолу, выполненная традиционными красными и черными нитками. Переднее полотнище по подолу для удобства при ходьбе и работе не зашивалось до конца на 12-15 сантиметров. В фондах Тольяттинского краеведческого музея хранятся также элементы мордовского женского костюма, переданные в 2015 году руководителем музея детского сада Шнайдер Раисой Егоровной после его закрытия. Предметы собирались во время экспедиции по селам Ставропольского района, и некоторые из них довольно любопытны. Например, интерес составляет панар,
принадлежавшая женщине Мокше, о чем свидетельствует богатая вышивка по низу рубахи. Данный панар, датируемый первой половиной XX века, в отличие от других подобных предметов, имеет значительную длину, что не характерно для мордвы Мокши, и низ подола шириной почти 20 сантиметров, декорированный тесьмой, пайетками, вышивкой, пуговицами. Вероятно, это связано с тем, что в праздничный ансамбль макшанского костюма входило несколько рубашек, надеваемых одна на другую. Нижние из них имели богатый декор на подоле, что создавало впечатление множества оборок, идущих из-под верхней рубашки. Поверх панар женщины Мокши надевали платье, кафтонь крда. В отличие от традиционного платья, которое изготавливали изначально из крашеного полотна, в нашем случае он шит из атласа. Верхняя распашная одежда мордвы эрзя представляет собой тип верхней праздничной одежды. Шита она из белого домотканого льняного холста, низ рукавов, подол, разрез переда по краю обшита красными и черными шерстяными нитками. Спинка тоже, как вы видите, украшена 10 рядами вертикальной вышивки геометрического характера с точным орнаментом. Рутса носилась в комплекте с передником западом. Кстати говоря, вот рутса у нас представлена экспозиция, а вот запон следующий. Вот он не представлен ввиду того, что отсутствует одна из завязок, и когда создавалась экспозиция в 1996 году, решили, ввиду того, что не было реставратора, его не помещать в фонд. Точнее, не помещать в экспозицию, а хранится она в фондах. Запон интересен еще и тем, что является примером трансформации национального костюма, которая происходила в 20-30-е годы 20 века. Традиционный запон краился без лифа, наш передник с грудкой, как у русского фартука. Логично предположить, что появление такой одежды стало возможным в результате заимствования элементов соседней русской культуры. Одним из важнейших компонентов мордовского костюма является пояс, пулай или пулагай. Изготавливали его из прямоугольного куска холста и втачивали внутрь картон или войлок. На его внешнюю сторону наносили узорную вышивку и разнообразные декоративные украшения. По традиции надевала его девушка в день совершеннолетия и после этого не должна была носить постоянно. Для ежедневного использования пулай был черный, а нарядный считался зеленого или красного цвета. Головной убор замужних женщин должны были полностью скрывать волосы. Их существовало несколько видов. Один из них – сорока. Это сплюснутый убор с широким хвостом, который отпускался по затылку. Как надголовная, так и задняя части вышивались красными шерстяными нитками, сверху украшены жетонами, бахромой. Обувью служили лапти с косым плетением, низкими бортами и специальными петлями из лыка для прикрепления обора. Особенностью мордовских лаптей была двухпяточность и трапециевидная форма. В экспозиции представлены лапти, подошва которых сплетена из двойного лыка. Еще одним интересным экспонатом, полученным нашим музеем от руководителя музея детского сада, являются мордовские сапоги. Как известно, только зажиточные мордовские женщины по праздникам их надевали. Мордовский костюм дополнялся различными аксессуарами. В фондах музея хранится пелерина из бисера, которая делает костюм женщины неотразимым. Кстати, тоже передан руководителем музея детского сада. Мокши одевали поясные украшения кильшт, которые располагались по бокам. Сделаны они были из раковин, пуговиц, подвесок, шерстяных кистей. И сейчас немножко о предметах, про которые я говорила. Можно следующий. Это вот пулай и сорока. Можно следующий. Эти предметы переданы фонду нашего музея в 1978 году, принадлежали прабабушке с дачицы, который проживал в одном из мордовских сел Самарской губернии. И здесь особого внимания требует элемент украшения этих предметов. Роль упоминаемых в литературе монет здесь выполняют многочисленные жетоны. Эти жетоны с разными изображениями, известные как нюрнбергские, появляются на территории Поволжья с середины XVI века, когда население Поволжья переходит под власть российского государства. И основная масса жетонов использовалась населением Поволжья в качестве украшений.
В 20 веке национальный костюм утрачивает свою актуальность. У Мордвы Эрзи он вышел в целом из употребления несколько раньше, чем у Мокши. В 1950-х годах использовались лишь отдельные части костюма, панар и руцы. И рассмотрев отдельные элементы костюма, я не стала рассматривать все. И, как я уже сказала, например, украшения — это вот такая слабая часть наших коллекций. И мы находим подтверждение, что национальный мордовский костюм даже при заимствованиях сохраняет свою самобытность национального стиля, выраженного как в орнаментальном декоре, так и в способах изготовления и ношения тех или иных предметов. Ну, у меня, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, если у кого-то есть вопросы, я думаю, вопросы были, то можно эти вопросы озвучить докладчику. Да. Так, Макшанский, вот как раз из музея детского сада. Ну, а к ней поступали, они занимались экспедициями по селам и то есть собирательной деятельностью. В результате вот у них такая неплохая коллекция, которую вынуждены они были передать нам, потому что их музей закрылся. Да. Всего 69 элементов. Там и лапти, и чулки, и панары, и платья, и 2 юбки. Ну, а это все-таки элементы. То есть, например, последний, который я показала, то есть это вот элемент одного костюма. А вот, которые передали из музея детского сада, мы не можем утверждать, что это все-таки, да, комплекс. Вот. А так, вот, например, который вот, да, вот этот. И также вот, который Руца и Панар, первые вот 3 иллюстрации, это тоже передано в одно время, в 1962 году, скорее всего, тоже это комплекс, вот именно комплекс костюма Мордвы Эрзи. Просто, наверное, вызвал вопрос первый слайд, Андрей Викторович, да? Наверное, у всех вызвал вопрос первый слайд, да, необычный воротник. Воротник, да, необычный. совершенно необычный, да. И вот. Мгм. Ну и то, что вот Инна Николаевна говорила, несколько такое, как бы вы сказали, немножко такое тоже необычное, да, для Мордвы вот этот. Мгм. 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 Ну да, но оно уже более поздний там период. Мгм. Мгм. То, что платье длиннее, это стилизация. Пл- Когда по деревням ты не пойдешь. Под низ. Да. Все. Можете пообщаться еще с коллегами. Да. Вопрос вам задавал, значит, хранитель у нас одежды Марина Арнольдовна, да, вот, хранитель ткани, и рядом сидит Инна Николаевна, заведующая этнографическим отделом, потому что, да, мы уже так привыкли к своим названиям, к своим костюмам, и сразу нас немножко это, да, настораживает, да, вот просто интересно таких, что вещей нет, вот можно пообщаться и даже посмотреть в музее, что-то у нас, если выставлено. Вот, Да, с скажем так, удовольствием. да, вот. Поняли, да, вы Да. с кем общаться? Регина Фархатовна, вы, я думаю, уже догадались, что, наверное, экскурсию по залу этнографии Инна Николаевна вам и проведет, потому как у вас будут именно профессиональные вопросы к Инне Николаевне, как к нашему основному этнографу. Все, спасибо.
Ну, мы продолжаем наше чтение. У нас, к сожалению, вот люди не подошли. Слово сейчас предоставляется Дмитрию Викторовичу Фролову, заместителю директора по науке, кандидату филологических наук. И тема его выступления — планы города Саранска. Видите ее на экране, 17-х, начало 20-х веков. Тут красный, да? Нет, а мне указочку. Указочка ниже, да? Мгм. Дорогие друзья, я постараюсь очень-очень кратенько, и на самом деле даже чуть-чуть тема шире будет, чем заявлено. Итак, всем известно, что Саранск — это город-крепость, что свое начало он получил в 1641 году. Известно, что Кремль строился в 2 этапа. Верхняя часть Кремля построена в 1641 году, и нижние террасы в 1653 году уже при стольнике Федоре Ивановиче Леонтьеве. Несколько раз так или иначе мы отрисовывали вслед за Алексеем Георгиевичем Нечаевым местоположение Кремля сверху, снизу, справа, слева, но тем не менее я решил остановиться вот на таком своем последнем итоговом рисунке, который делался к 380-летию нашего города, который в этом году, собственно, отмечается. Саранску 380 лет. И, конечно же, вот все основные слободы, вся основная историческая застройка города, она складывалась, конечно, вокруг Кремля. Если вы посмотрите на черно-белые рисунки первые, эти рисунки были предложены покойным ныне ушедшим краеведом Алексеем Георгиевичем Нечаевым. И вообще сам принцип изучения саранских слобод, он был изначально предложен Иваном Дмитриевичем Ворониным, в честь которого назван наш музей. Была взята за основу самая простая методология по расположению храмов, поскольку многие храмы сохранились, те же, которые не сохранились, их местоположение очень хорошо известно. И Алексей Георгиевич продолжил. Вот перед вами серый — это один из первых планов города до 1780-х годов. И вот на основании изучения застройки и, собственно, исторических документов Алексей Георгиевич предлагает вот такой свой план. Сверху мы видим застройки города в 1640-е годы. Однако, работая с историческими документами, мне пришлось уточнить целый ряд неточностей. Пусть они не так велики, но тем не менее. Во-первых, у Алексея Георгиевича в Кремле в 1640-е годы располагается один собор, Знаменский. Но мы знаем, что Спасский собор к 1651 году уже не просто существовал, а его причту выделена земля. То есть в 1651 году выделяется, как правило, как минимум на следующий год, да, после постройки. Это было. Соответственно, на моем плане мы видим Спасский, Знаменский под цифрой 2, Спасский под цифрой 1 собор, который располагается у ворот, у Спасской башни. Еще такое обстоятельство. Алексей Георгиевич не показывает в 1640-х годах Пушкарской слободы. Этого быть, конечно, не могло. Целые десятилетия крепость не могла существовать без пушкарей. И мы знаем, что из документов, что первые 13 пушкарей в концу 1640-х годов уже были. Это удалось выяснить, работая в Российском государственном архиве древних актов. Поэтому вот Пушкарская слобода, так или иначе, она в это время уже складывается. Потом есть еще одно обстоятельство. Посмотрите, пожалуйста, Алексей Георгиевич не показывает Посадскую слободу. Хотя мы знаем, что к 1651 году уже 13 дворов на Старом Посаде. Вот он, да, это как раз та территория, которая прилегает к нынешней Предтеченской церкви. Вот. И это одна из немногих улиц, которая называется Старопосадская. До революции она была Посадская, и которая показывает начало Посадской слободы. Все-таки первые 13 дворов, они уже были. Следующий слайд. Черно-белый, соответственно, напоминает Алексея Георгиевича, и цветной мои планы. Опять обращает на себя внимание такая неточность, как один собор, да, то есть внутри Кремля, хотя мы знаем, что соборов было 2. И на плане 1640 года я еще не сказал, что отсутствовала
Христорождественская церковь, главная в Казачьей Слободе, она была построена в Казачьей Слободе первой, была главной казачьей церковью города. На ее месте, сейчас условно сказать, на ее месте располагается Белый дом, Дом Республики. Еще на себя обращает внимание то обстоятельство, что Алексей Георгиевич в 1650-х годах показывает две Иоанна Богословских церкви, деревянную и каменную. Это, безусловная ошибка. Мы знаем, что деревянная была построена в 1640-е, ныне существующее каменное здание 1693 года. Ну, еще в это время, конечно, не было. Понятное дело, что опять почему-то не указана Посадская Слобода, хотя Саранский посад очень сильно разрастается за первые десятилетия. И не обозначен мужской Казанский монастырь. Вот мужской Казанский монастырь – это вообще первый монастырь в Саранске. Он упомянут как уже существующий в документе 1650 года. То есть он был построен между 1641 и 1650 годами. Некоторые архивные документы из дела производства вот этого нашего мужского Казанского Богородицкого монастыря, который затем будет приписан к Московскому Высокопетровскому, поэтому он в документах именовался и Петровский, и Казанский, вот удалось обнаружить. Следующий слайд – это еще один план, который я уже предлагаю принципиально новый. Этого никто не предлагал. Здесь мы видим различные слободы города Саранска, и для сравнения здесь вы видите план 1784 года, один из тоже первых планов города, на который уже здесь плохо видно, конечно, но красными линиями нанесена регулярная разметка будущего строительства города по Екатерининскому плану. Что же мы видим? Вот удалось выяснить название полностью всех храмов, которые существовали, разумеется, почти все они, кроме двух, к концу 17 столетия были деревянными. Каменным станет с 1685 по 95 годы строится Саранский Спасский собор, и строится Стрелецкая Иоанно-Богословская церковь, деревянная, стоит рядом с каменной до 1824 года, пока ее не продали в Маклово. К этому времени прибавляется женский монастырь, вот он под цифрой 3, располагается сейчас за географическим факультетом, женский Казанский. Мы видим, что на Посаде строится Ильинский монастырь с двумя церквями Ильи Пророка и Богоявления 1694-1699 годы. В мужском Казанском монастыре становятся два храма Казанской иконы Божией Матери и Усекновения главы Иоанна Предтечи. Строится в 1690 году деревянная Троицкая церковь. В 1660-е годы стрельцы массово начинают переселяться за вал на степную сторону. Продолжает расти Посадская Слобода, и, смотрите, переведенная, она развивается в двух направлениях. Вот Дмитрий Алексеевич Сысуев, он говорит, что вся Слобода называлась Трехсвятской. Это не совсем так. Вот Трехсвятской называлась вот эта, да, часть Слободы, которая вдоль дороги на Москву. Все-таки в документах вот эта часть, которая отделяется речкой, она больше чаще называется Переведенка или Ремесленка. Трехсвятская деревянная церковь строится в последние десятилетия 17 века, ну и, знаете, потом ее заменили на несуществующую каменную. И существует также две церкви, это Смоленская и Успенская, тоже в 1690-е они были построены деревянные. Потом в 1730-е годы их обе разберут, отдадут игумене женского монастыря, и она из двух церквей перестроит Казанскую. А на месте ныне существующих будет построена каменная церковь. Ну, вот таким мы знаем наш город Саранск и знаем, что достоверно, максимально похоже из всех сохранившихся зданий, вот только Иоанно-Богословская Стрелецкая церковь, да, наша существующая Трехсвятская показана очень и очень условно и не слишком правдоподобно. Вот на основании работы с этими планами и отрисовкой, оцифровкой был предложен вот такой план, который мы с Светланой Анатольевной опубликовали вот в этой книге к юбилею нашего города. И посмотрите, еще вот меня тоже всегда удивляет, что на старых планах XVIII века наша речка называется двояко. И речка Саранка, и речка Саранга. Да? Но посмотрите, пожалуйста, на воспоминания анонимного мемуариста, который родился в Саранке.
в Саранске, простите, и город Саранск разделяется на две части, на луговую и на горную, да. Между ними протекает быстрый ручей Саранга, которого вода, напитанная медными частицами, журчит по камням и дает им различные странные виды, то такие, то другие. То есть, если посмотреть документы и планы, а также воспоминания, то окажется, что, по крайней мере, до конца XVIII века наша речка могла называться двояко. Уже, видимо, с конца XVIII, с начала XIX века закрепляется однозначное название Саранка. Ну и последний слайд, который тоже был сделан для вот нашей слонотольной книги, я когда стал смотреть, думаю, ну что здесь? Здесь нужно просто взять план 1904 года, быстренько оцифровать, здесь все точно. Но оказалось, что нет, не все точно. Обратите, пожалуйста, внимание, что на плане 1904 года мы знаем, нет Христорождественской церкви, да, то есть ее место есть. Мало того, а вот в этом квартале вообще полностью не обозначен Петропавловский монастырь, то есть его тоже нет. Потом, если мы посмотрим вот сюда, на этот крестик, то окажется, что показана только одна Казанская церковь, хотя Казанская и Михаило-Архангельская стояли совершенно рядом. То есть вот такая подобная работа с планами, она дает более четкую, более ясную картину. И опять-таки она заставляет критично относиться к некоторым историческим документам, вот о чем мы сегодня говорили на конференции, что да, люди кто-то могут посмотреть и сказать, а вот не было, на плане же нет. То есть план-то делали современники, но это просто неточность, да, это неточность, небрежность, возможно, в издании. Ну, вот подобная работа позволяет проследить развитие исторического центра города Саранска. Спасибо за внимание. Вопросы? Да. К нижней части Кремля? Угу. Нет. Смотрите, некоторые... Третий слайд сейчас я... Вот предполагается, Алексей Георгиевич первый выдвинул предположение, вот видите, вот эта вот пунктирная часть, что... Да, вот это план 18 века, вот план 1640-х годов. И вот Алексей Георгиевич сделал предположение, что вот здесь, да, на основании очень таких косвенных документов и свидетельств, что здесь были надолбы. То есть опять острога стоячего не было, был укреплен только город. И поскольку казачья слобода, она появилась первой, и в ней жило 200 с небольшим дворов казаков, вот как первые появившиеся, косвенно надолбы здесь быть могли. То есть вот это некое историческое, ну, как сказать, допущение и реконструкция на основании косвенных источников поздних. А сами стрельцы и казаки в Кремле не жили, нет, они жили рядом. Угу. Смотрите, это произошло все достаточно объяснимо. Вот реконструкция как был. Изначально Кремль был построен, да, на верхней части. Но в 1653 году произошло такое событие, что центр засечной черты нашей был перенесен из Аттимара в Саранск. И, соответственно, маленький Кремль, он стал недостаточен. И вот тогда укрепление перешагнуло через речку Саранку, и наша крепость стала уникальной, потому что речка стала протекать внутри города. Вот это произошло в силу именно перенесения административных функций из одной крепости, которая сейчас стала селом Аттимар, вот, в другую, в Саранскую крепость. Ну, вы знаете, оно есть, но оно тоже очень плохо сохранившееся. Есть полностью, мы знаем периметр, мы знаем длину стен, знаем количество тарас. Кремль был рублен тарасами, вот, и верхний. Верхний даже двойной тарасой был рублен. Вот. Нижняя была тарасинами. Вот эта стена изначально в две, даже двойной тарасиной была рублена, вот, которая со степной стороны. Угу. Есть укрепление, есть свидетельство о колодах опускных и о надолбах, но это тоже позднее.
Вот. Последний ремонт Кремля — это 1696 год, когда Петровские походы на Азов. Все, Кремль больше не ремонтировался, он стал не нужен, там уже Пензенская черта стояла, практически готовая. Вот. И последний раз, когда нам нагайцы погрозили, это был 1717 год, Большой Кубанский погром, когда они Пензу осадили. Вот. Но в Саранск в осаду съехалось всего 17 человек местных дворян. То есть даже не поехали. Город-крепость был уже в такой достаточно плохой сохранности. Да. Конец 17 начало 18 века, вот в связи именно с последними этими действиями, то есть насколько они были в 1640-е и 50-е, да, мы этого ответить не можем, поскольку архив приказа Казанского дворца, к сожалению, сгорел в 18 веке, и большая часть документов, которые хранятся в РГДА, фонд Саранской приказной избы, это то, что хранилось у нас, да, ну и потом забрали в Москву. Да. Есть еще вопросы? Спасибо большое. Ну и следующее слово предоставляем Инне Николаевне Кудашкиной, заведующей отделом этнографии нашего музея. И тема ее выступления — этнографические экспедиции 2021 года. Да, я предлагаю всем покинуть пределы Саранска и поехать сначала в Республику Татарстан, а потом вернуться обратно в Мордовию. Так, переключаем. Сейчас я тоже буду долго путаться. Ой, я переключила. Или Андрей Викторович мне помог? Тогда это я. Угу. Все. Ну, всем известно, что музейная жизнь без поездок совершенно невозможно себе представить, и музей развивается в том числе за счет сбора материала. За материалом мы порой отправляемся на соседнюю улицу, а порой приходится ехать достаточно далеко. В последние годы совершать регулярные экспозиционные поездки становится достаточно проблематично, причина банальна. Не всегда есть на это средства. И хорошо, что появляется такая возможность куда-то выехать, в том числе и в качестве партнеров. В этом году нам повезло побывать в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан вместе с научно-исследовательским институтом гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия. Руководство института пригласило нас в эту экспедицию, и, конечно, мы с радостью согласились. Целью экспедиции был сбор документального, устного и предметного материала на основе местного фольклора, народного творчества у макшанского и эрзянского населения в 5 селах Тетюшского района. Это Кильдюшево, Киртели, Кадышево, Урюм и Бессоново. Первый Макшанский, Бессоново, Эрзянское село. Между членами экспедиции обязанности были распределены, и в мою задачу входил сбор материала по костюму местного населения. Ну, сразу хочу сказать, так, здесь вот красивые картинки, первые села, очень хорошие, текст можете почитать, времени мало. Сразу хочу сказать, что местное население с Мокшей или Эрзой изначально себя не отождествляет. Они сами себя называют мордвой. Язык там тоже смешанный. В речи присутствуют и макшанские, и эрзянские слова. Кроме того, очень сильное влияние и чувашского языка, и чувашской культуры, потому что население живет очень и очень смешанно и в соседстве, и браки межэтнические очень распространены. Поэтому о том, что они являются Мокшей или Эрзей, им объясняют специалисты нашей Республики Мордовии. То есть они готовят преподавательские кадры в нашем педагогическом университете и возвращают их уже обратно. И благодаря вот этой просветительской работе все-таки местное население свои корни вспоминает и начинает все более и более ими интересоваться. Проводятся фольклорные праздники там, и в последние годы этому уделяется все больше и больше внимания. В плане костюм достаточно быстро вышел из употребления еще в начале 20 века в таком классическом восприятии нами этого костюма макшанского и эрзянского. И там сложился свой костюмный комплекс, который сохранился
у пожилого поколения до сегодняшних дней, а до 50-х, 60-х годов он бытовал достаточно широко и среди молодого населения, и среди населения среднего возраста. Вот материал из альбомов, вот альбомов местных жителей, очень хорошо можете на это посмотреть. Вот классическая одежда жительницы этой местности, кофта и юбка, которая просуществовала до настоящего времени. В полном объеме этот костюм можно увидеть в местных музеях школьных, где собраны вещи, ну, наверное, начиная с 30-х годов и до 60-х годов прошлого века. Как видите, костюмные комплексы достаточно самобытные. Кофта и юбка изначально самотканая, клетчатая, впоследствии ситцевая. В плане обрядовой культуры надо сказать, что фольклор и местные суеверия, вернее, местное устное творчество изобилует суевериями, изобилует какими-то обрывками сведений, обрывками воспоминаний, которые получены от старшего поколения. И мы попросили, у нас было 2 этнографа, остальные филологи, вот этнографы очень убедительно попросили отвезти нас на местное кладбище, филологи были против. На местном кладбище нам показали вот такое символическое место захоронений первых покойников, на нем установлена часовня впоследствии с иконами. И в захоронениях присутствуют и троицкие обряды, здесь вот можете посмотреть остатки еще убранства на Троицу. И кроме того, на старых крестах присутствуют и родовые знаки, которые типичны для и нашей местности. Следующее село Кадышево, здесь информация есть, также материалы из семейных альбомов, костюм, который можно проследить. Здесь нам удалось увидеть способ повязывания головного убора. Здесь подкладывается, ну, у кого есть богатые волосы, то это косы, которые укладываются вот так поверх головы, а в остальных случаях их заменяет такой валик из ткани, поверх которого особым образом повязывается платок. Причем старшее поколение повязывает платок именно назад, оставляя шею открытым. Молодежь повязывает платок вперед, и где-то после 40 лет вот способ повязывания меняется. Считается, что платок, повязанный под подбородком, это ну, способ молодиться. Так, и из сундука местной жительницы мы попросили достать ее костюм. Надо сказать, что белый костюм, вот такой юбка и кофта, используется для обрядовых целей. Чаще всего в нем ходят на поминки к своим соседям. Так принято ходить в белом. Так, Кирцели, еще один школьный музей. Вот здесь интересен вот этот предмет, единственный предмет конца XIX века, который имеет отголоски с классической разновидностью костюма и отсылкой на Евсевьева. Как раз вот подобный головной убор упоминает Евсеев в своей работе о мордве Казанской губернии. Называется он чехлик и по своей форме отдаленно напоминает фотографии в трудах Гейкеля и фотографии Евсевьева. О том, что вышел он из употребления очень-очень давно, говорит хотя бы тот факт, что ни владелица этого головного убора, которая передала его в школьный музей, ни сами работники школьного музея не смогли дать нам о нем никаких сведений от слова вообще. Ни как он носился, ни с чем, никто, ни при каких обстоятельствах. Нам его удалось запечатлеть. Ну и вот говоря о взаимовлиянии культур, как раз прекрасной иллюстрацией этому является декор полотенец и домашнего текстиля, где присутствуют очень такие яркие переклички и с татарским творчеством, и с чувашским творчеством. Так, это тоже вещи из школьного музея. Долго мы не могли выяснить о фартуках, когда их носили, как носили. Но вот юбка тому подтверждение, что фартук все-таки был. Так что я сделала, я еще и выключила. Молодец.
Вот передняя часть юбки составлена из нескольких кусочков, которые предполагают то, что их впоследствии перекроют обязательно чем-то. В домах продолжают бытовать такие предметы, как печи, конечно же. Я опять все выключила. Топят их дровами в некоторых домах. Во внутреннем дворе скотный двор расположен. Ставни на многих домах присутствуют. И здесь еще вот одна иллюстрация использования костюма как части обрядовой культуры. По обычаю до года вещи покойника подвешиваются к его фотографии на стену. А вот полотенце рядом с другой фотографией, это уже после года вещи снимаются, вместо этого вешается полотенце к фотографии. Последнее по времени пребывания – это село Урюм с богатейшим музеем, богатейшей коллекцией. Здесь меня заинтересовал парь, представленный в постоянной экспозиции. Причем о парях никто там не помнит, но вот, то есть что там хранили, для чего использовали, но тем не менее они там были. Последнее село Бессоново, проживает здесь Эрзя компактно, и здесь нам удалось сфотографировать элементы праздничного костюма. Вот эти шали встречались нам повсеместно. Так. Это уже следующая наша поездка осенью этого года. Здесь Светлана Анатольевна, вы видите, она беседует с жителями. Это уже сбор материала по в наших условиях. А надо еще сказать, что из этой экспедиции я привезла коллекцию одежды 50-х, 70-х годов, и ничего подобного у нас в музее не было. Очень ценная поездка была, нам это очень пригодится. А вот вторая поездка была, цель второй поездки был сбор материала по современным народным промыслам, которые бытуют в Тенгушском районе. И осуществлена была эта поездка на деньги гранта, который нам выделило финское музейное общество имени Кастрена. Благодаря финнам мы смогли собрать неплохой материал и по деревообрабатывающим промыслам, и по текстильным промыслам. Вот семицветку нам удалось совершенно замечательную привезти. И это еще один музей, музей Тенгушской районной библиотеки, заведующий Тенгушской районной библиотекой. Здесь нас впечатлил текстиль. Вот, честно говоря, мы позавидовали таким вот полотенцем с надписями очень интересными, которых у нас, например, нет. И нам понравился вот замечательный коврик, рисованный на холсте масляными красками. Надо будет еще раз обязательно туда съездить и такими подобными вещами разжиться, еще целенаправленно. Так, бахилы вот нам понравились, которые надевали во время, там, торфяники, по-моему, да, на торфоразработке они ездили поверх валенок. Торфяники и строительство, по-моему, Сурского рубежа, Да, тоже они и говорили, чуть да. пос- Вот да, это про строительство единственное, Сурского да, рубежа где мы говорили. увидели, да, первый раз. Мгм. Но это как бы новодел, то есть они их сшили по образу и подобию тех брезентовых бахил, которые действительно обували поверх, вернее, надевали поверх обуви. Ну вот экспонат очень интересный. У них они называются бахилы. Да, потому что, ну, время-то бытования все-таки 40-е, 50-е годы. Посетили мы очень интересную семью Матвеевых, которые занимаются изготовлением современного тенгушевского национального костюма, при том, что глава семьи русский по происхождению, он показал нам фотографии своей мамы в молодости в традиционном тенгушевском уже русском костюме. Фотографии планирую разместить в нашей постоянной экспозиции. Они очень хорошего качества, костюм совершенно замечательный. Элементы и комплексы костюмные у нас есть, ну вот фотографии будут. Это то, что ему тоже досталось от мамы, мемориальный сарафан, чехлик, волосник под головной убор. И здесь вот мы печку сфотографировали, тоже такая творческая очень семья, а это его супруга, которая изготавливает тенгушевские традиционные костюмы, кроме того, изготавливает кукол и с ними вот ездит на выставки. А это вот, затаив дыхание, смотрите, это шедевры самые настоящие. Современный тенгушевский костюм, вышитый вручную, совершенно великолепное шитье.
блестками, пайетками, изумительной по тонкости работа. Мы со Светланой Анатольевной любовались, не могли оторвать взгляда. Конечно, нам это было совершенно не по карману купить для музея. Ну, хотя бы впечатление составили. Главные уборы, украшения. Нам удалось закупить комплекс детского тенгушевского костюма, который мы с собой привезли, и некоторые элементы украшений. Вот. А это мастер по росписи матрешек, последний, у кого нам в этот день удалось побывать, которая занимается продолжением традиций уже 60-х годов, когда в Ингушево работали деревообрабатывающие комбинаты, на их основе открывали цеха по росписи и изготовлению матрешек. К сожалению, этот цех приказал долго жить в конце 80-х годов прошлого века, то есть в 90-х уже там ничего не было, он сгорел. И теперь дело это перешло в руки уже таких мастеров, индивидуальных предпринимателей, которые продолжают традиции тенгушевской матрешки поддерживать. Это был последний слайд. Спасибо за внимание. Все очень бегло, обзорно и быстро. Пожалуйста, вопросы. Я рада, что так полно рассказала. Вопросов задать. Следующий наш выступающий – это Анна Николаевна Занкина, научный сотрудник отдела истории, человек, возвращенный могилой к 145-летию со дня рождения Семена Семеновича Ющина, уроженца Темниковского уезда, участника русско-японской войны. Здравствуйте, уважаемые коллеги, гости. 13 февраля этого года исполнилось 145 лет со дня рождения Семена Семеновича Ющина, уроженца Темниковского уезда, участника русско-японской войны и единственного выжившего матроса эскадренного броненосца «Бородино». И в своем выступлении я хочу вспомнить не только факты из его биографии, но и те трагические события, которые сделали его имя известным. Семен Ющин родился в 1876 году в деревне Алкаево, ныне это Темниковский район Республики Мордовия. В 1898 году он начал служить на Балтийском флоте в 18-м флотском экипаже. А писатель Алексей Силыч Новиков-Прибой в своей книге «Цусима» довольно живописно описывает Ющина. Уроженец Тамбовской губернии, выросший в глухих лесах Темниковского уезда, он выделялся среди остальных товарищей своей плотной, литой фигурой, с могучей грудью и широкими плечами. Большие и густые усы, склеенные для красоты мылом, устрашающе торчали в стороны, как две острые пики. Это был малограмотный, но сообразительный и лихой матрос. В феврале 1904 года началась русско-японская война, и Семен Ющин был зачислен в команду эскадренного броненосца «Бородино», который в апреле этого же года вместе с крупными боеспособными кораблями Балтийского флота вошел в состав второй Тихоокеанской эскадры. Вторая эскадра была образована в связи с начавшейся войной, а возглавил ее Зиновий Петрович Рожественский. И целью второй эскадры было усиление первой Тихоокеанской эскадры. Первой Тихоокеанской эскадры, которая в это время базировалась на Дальнем Востоке в Порт-Артуре. Перед второй Тихоокеанской эскадрой стояла очень сложная задача. Необходимо было последовать из Либавы. Нет, не то. А как подсветить? Ага, понятно. То есть перед второй Тихоокеанской эскадрой стояла сложная задача. Они должны были из Либавы последовать на Дальний Восток. Там соединиться с первой Тихоокеанской эскадрой. Но у них ничего не получилось.
В октябре 1904 года эскадра отправилась в путь, но почти в самом начале пути она разделилась. И на данной карте вы можете увидеть, каким образом это произошло. То есть эскадра, она разделилась на группы. И, как, например, часть эскадры, на карте она выделена красным, она прошла путь до Дальнего Востока, обогнув Африку, и именно вот в эту часть эскадры входил броненосец Бородино, на котором служил Семен Ющин. Потом, уже после войны, вот в память об этом походе, конкретно вот этой части эскадры, которая обогнула Африку, в 1907 году была учреждена медаль, которая полагалась всем участникам похода Второй Тихоокеанской эскадры вокруг Африки. Данной медалью был награжден и Семен Ющин. Сейчас эта награда находится в постоянной экспозиции нашего музея. Судьба Тихоокеанской эскадры, второй, которая на протяжении почти 8 месяцев преодолела сложнейший путь по морю, была очень трагичной. Так еще в пути моряки узнали, что крепость Порт-Артур была сдана японцам, ну а первая эскадра, на помощь которой, собственно, они спешили, она прекратила свое существование. В сложившихся условиях они приняли решение прорваться во Владивосток, чтобы соединиться с кораблями Сибирской флотилии. Однако этому замыслу также было не суждено осуществиться. Ранним утром 14 мая 1905 года русско- и японская эскадры встретились в проливе между Кореей и Японией к востоку от острова Цусима. Разразилась двухдневная морская битва, в ходе которой Вторая Тихоокеанская эскадра под командой вице-адмирала Рожественского потерпела сокрушительное поражение. Из более чем 16 тысяч членов экипажа эскадры погибло и утонуло более 5 тысяч человек. При этом японские потери в этом бою были минимальные. В том числе русский флот потерял основное боевое ядро, 12 броненосных кораблей, среди которых был и броненосец Бородино. И из 865 членов экипажа Бородино Семен Ющин был единственный, кому удалось спасти. Сохранились уникальные воспоминания Семена Ющина о бое. Их он рассказал уже потом, после войны, в главном морском штабе, после своего возвращения из плена. И сейчас будут воспроизведены небольшие отрывки оттуда. Надеюсь, проиграется. Еще раз? Нет. Мгм. Что броненосец сразу перевернулся на бок. И бросился в полубок. Окно в борту, куда направлено дуло орудий. Молодой, хлынувший оттуда, меня отбросило назад в каземат и стал крутить в повороте. Когда броненосец повернулся вверх гирей, и каземат наполнился водой, я попробовал подняться кверху к палубе, и оказалось, там остался немного воздуха. Вершков двух. Я мог вдохнуть, прижавшись головой к палубе. Я схватился за ту
плену в Кумамото Семен Ющин познакомился с Алексеем Силычем Новиковым, батальером броненосца «Орел» и будущим писателем-маринистом Новиковым Прибоем. Новиков, как и Ющин, был участником Цусимского сражения. Он попал в плен, где и решил описать пережитое. Он начал сбор материала, который в дальнейшем лег в основу его творчества. В лагере, куда Новиков попал, находились команды почти со всех кораблей, и матросы охотно делились с ним своими воспоминаниями. И вот, расспросив Семена Ющина, Новиков написал очерк «Гибель броненосца Бородино», копия которого хранится у нас в фондах музея. Когда очерк был готов, и Новиков прочитал его Ющину, тот одобрительно заявил: «Все правильно, выходит так, словно ты сам был у нас на судне. Перепиши, браток, мне на память». В апреле 1906 года этот очерк в отредактированном цензурой варианте был впервые опубликован в газете «Новое время», а попал он туда следующим образом. Семен Ющин, вернувшись в Петербург, решил показать его вдове Петра Иосифовича Серебренникова, который был командиром броненосца Бородино, но он погиб во время Цусимского боя. И вдова Серебренникова отправила этот очерк в редакцию газеты. Сохранились также очень интересные воспоминания о Ющине и у Костенко Владимира Полиевктовича, который был участником Цусимского сражения и в дальнейшем написал об этом книгу. И будучи в плену, Костенко побывал в лагере военнопленных в Кумамото. Ну, вот он какие воспоминания оставил. Нам пришлось увидеть двух единственных спасшихся с погибших броненосцев Бородино и Наварин. До посещения Кумамото мы не знали, что с этих кораблей кто-либо спасся. С Бородино был подобран японским миноносцем Марсовый Ющин. Когда мы увидели его, то невольно дрожь побежала по телу. Казалось, в его глазах навсегда запечатлелся ужас пережитых им потрясений, и он утерял всякую радость и ощущение жизни. Он в полном смысле слова имел вид выходца с того света. Ющин тихим подавленным голосом, с трудом, как будто еще не совсем оправившись от всех потрясений и пережитых испытаний, рассказал нам о последних минутах своего героического корабля, в момент опрокидывания и о своем чудесном спасении. С Наварина спасся сигнальщик Седов. Рассказы Ющина и Седова о судьбе этих двух броненосцев были со всеми подробностями записаны умелой рукой орловского батальера Новикова. И на данном фото вы можете увидеть слева Семен Ющин, справа Иван Седов. Предположительно, этот снимок был выполнен в японском, когда они были в плену в Кумамото. Семен Ющин пробыл в плену 8 месяцев. После возвращения он был удостоен знаком отличия военного ордена 4 степени, Святого Георгия 4 степени. И выписки из приказа мы можем прочитать, что данной наградой Ющин был пожалован лично 1 мая 1906 года в Царском Селе при представлении государю-императору. По воспоминаниям внучки Семена Ющина Марии Степановны Мартышкиной, именно император Николай II предложил ее деду остаться служить в Санкт-Петербурге. Что он и сделал. Ющин привез в столицу свою семью, и дальнейшая его судьба была тесно связана с главным морским штабом, о чем свидетельствуют наградные документы. Так, согласно свидетельству, которое хранится у нас в фондах музея, Семен Ющин, будучи, это скриншот из предыдущего документа, будучи курьером главного морского штаба, в 1908 году был удостоен медалью Красного Креста. Данная медаль находится также в постоянной экспозиции нашего музея, вот она в центре представлена. Рядом с ней вы можете увидеть еще 2 медали. Они принадлежали Семену Ющину. Слева медаль за усердие, а справа это медаль в память о русско-японской войне. Еще одним свидетельством, которое у нас хранится, это свидетельство от 1913 года. Согласно ему, сторож главного морского штаба Семен Ющин был удостоен медали в память столетия Отечественной войны 1812 года. Эта медаль у нас также находится в постоянной экспозиции, но мы поместили ее в раздел Первой мировой войны. Незадолго до революционных событий 1917 года Семен Ющин возвращается вместе с семьей родной Алкаева. Причины возвращения не очень ясны. Скорее всего, это в связи с надвигавшейся революционной обстановкой неспокойной.
Он вернулся в Алкаево, построил дом, занимался сельским хозяйством, но в 1930 году он был раскулачен, потерял все, и в дальнейшем он работал на Кондровской бумажной фабрике. Герой русско-японской войны умер 4 декабря 1935 года и был похоронен в соседнем селе Кондровка. Вот вкратце такие вот события биографии интересного человека. Спасибо. Если есть вопросы, коллеги. И завершающий нашу секцию Роман Евгеньевич Головин, научный сотрудник отдела истории, Саранск и городской округ по данным археологии. Большая часть людей, которые заявились в нашей секции, они, к сожалению, из других городов, и по понятным причинам, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, конечно, многие приехать лично, очно не смогли. Ну, вот такая у нас небольшая секция получается. Так, ну, здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я, наверное, тогда объединю такие вот два формата. Здесь рассказывали и про Саранск 17-18 столетия, рассказывали и об археологии, а я так вот последним завершающим своим выступлением это так вот немножко объединю. Да, у меня выступление про Саранск и его городской округ по данным археологии, естественно, по фондам, судя по фондам Мордовского краеведческого музея. И что нам вообще известно о жизни города Саранска, городского округа и вот этой вот прилегающей к столице республики территории? Давайте поговорим об этом. Ну, вообще изначально скажем, что территория Мордовского края, она имеет богатую, обширную историю. Данные археологической науки это, пожалуй, наиболее глубоко и наиболее общее иллюстрирует. Вообще в Республике Мордовия на сегодняшний момент известно 600 памятников археологии. Ну и рассмотрение, естественно, археологии и истории городов республики. Их у нас не так много, тем более, что Саранск является столицей Республики Мордовия. Ну и еще более того, ему в этом году 380 лет, как Дмитрий Викторович уже до меня говорил, поэтому изучение его носит наиболее актуальное значение. Так. Ну вот, собственно, на такой вот карте, конечно, ничего не видно. Это в центре находится город Саранск и городской округ, что административно и юридически у нас считается городским округом Саранска. Ну, я не сказал, стоит сказать, что большая часть археологического материала, который с раскопок в городском округе представлен, он хранится у нас, большая часть. Меньшая часть хранится в отделе археологии научно-исследовательского института. Ну, еще, конечно, стоит сказать, что индивидуальные находки, которые совершают сами граждане там у себя на земле, при строительстве, они тоже все, большая часть из них, во всяком случае, поступает, конечно, к нам. Назад ушел. Ну, вот так вот на карте можно схематично показать большую часть археологических памятников, которые у нас здесь представлены. Более того, такой вот наибольший, что ли, интерес представляет то, что мы их можем разделить на две группы. То есть это памятники, относящиеся или к эпохе бронзы, да, или относящиеся уже к позднему средневековью, новому времени, да, уже относящиеся там к 17-18 векам. То есть памятников средневековых на территории, ну вот там раннего, допустим, средневековья, на территории городского округа Саранск не обнаружено. И могильников в том числе тоже не обнаружено. Причем к Мордве эта территория, она тоже вот по археологическим данным, во всяком случае, никак не относится. Да? Ну, по всей видимости, вот не проживали здесь племена. Или, во всяком случае, памятники их, они нам неизвестны, как мы все время говорим. Ну, на карте видно, и я еще раз скажу, что к эпохе бронзы, из тех, которые мы здесь видим, относятся Грибоедово, курганный могильник, Куликовский курганный могильник, поселение Макаровские, первое и второе, поселение Саранское, кстати говоря, прямо на территории Саранска, первое и второе, тоже относящееся к эпохе бронзы, поселение на улице Сызранская, и Пушкина и Танеевка, тоже два курганных могильника, относящиеся к эпохе бронзы. Назад я ухожу. Ну вот в двух словах скажем о памятниках эпохи бронзы, так как не так много времени уже остается. Но основной вид памятников, как я уже сказал, это курганы.
Причем из-за строительной деятельности строительство у нас расширяется с каждым годом, оно становится более активным и занимает все новые и новые площади, расширяя административную черту нашего города. Поэтому большая часть памятников, они в таком довольно удручающем состоянии находятся. Хозяйственная деятельность человека, строительство, многолетняя распашка. Ну и из-за этого такое вот незначительное количество материала, и погребения прослеживаются совсем в нескольких из этих курганных комплексов. Ну вот в Куликовском могильнике в частности. Так. Да, вот, например, сосуд эпохи бронзы и другой фрагмент керамического сосуда эпохи бронзы из Куликовского кургана. Да, относящиеся все памятники археологии, находящиеся на территории городского округа, они относятся к срубной археологической культуре эпохи бронзы. Ну и к позднему средневековью, новому времени относятся здесь другие памятники. Это сама Саранская крепость, она под цифрой 2 у нас, то есть вот в штриховой зоне, да. И оборонительная черта Саранской крепости, вал так называемый, да, она под цифрой 5 у нас прослеживается, причем она здесь довольно далеко от центральной части города. Она в поселке имени Гагарина по улице Циолковского, тоже городская черта Саранска. Да, причем стоит сказать, что вот оборонительная черта, вот этот вот вал пресловутый, он это единственный памятник археологии, который имеет, собственно, статус памятника федерального значения, да, из всех остальных. Ну и еще так вот о проблемах, если сказать, то у нас есть несколько памятников, вот в частности 3 мне удалось найти, которые были выявлены в ходе археологических раскопок, разведок за разное время, но к памятникам археологии почему-то причислены не были и ни в каких реестрах, собственно, юридически не значится. Это поселение Саранское 3 примерно на юго-востоке от завода «Централит» у нас в центре. Кстати, Инзерский острог, Посоп, да, он тоже не является памятником археологии, ну вот, честно говоря, по совершенно неизвестным мне причинам, ну, хотя там скорее юридические какие-то причины, да. И недавно, ну, не так давно, во всяком случае, открытое поселение на улице Степная, относящееся там к концу 17-го, началу 18 века, это на Химаш, собственно, на улице Степная. Ну и что представляет сам Саранск из того, что нам известно по археологическим данным? Стоит сразу сказать такой вот удручающий факт, что систематических и целенаправленных археологических раскопок в черте города Саранска не производилось никогда. То есть, да, Дмитрий Викторович говорил, и многие историки, краеведы, да, они, по сути, занимались документами историческими, да, они выясняли планиграфию, черту города, как это располагалось, каким образом, где это было расположено, посадские дворы и все остальное. Но вот с точки зрения археологии об этом нам, честно говоря, довольно мало известно, хотя хотелось бы, скажем так. Более того, еще может быть более удручающий факт, что фиксация самого городского слоя, то есть исторического центра города Саранск, и его культурного слоя, она тоже не зафиксирована. Поэтому вот эта вот верхняя крепость, как Дмитрий Викторович сказал, да, верхняя терраса, она у нас, по сути, юридически никак не зафиксирована как памятник археологии. Так, ну и, скажем, немного более предметно, да, вот, например, в 1994 году при расчистке фундамента Иоанна Богословского монастыря в Макаровке тоже происходили такие вот археологические изыскания, не очень масштабные, да. Среди предметов там были найдены, ну, предметы, относящиеся классическим образом там, к 18-му, началу 19 века. Это, ну вот мы видим здесь, собственно, изображения, пуговицы, гирьки, да, бусы стеклянные, жетоны манисты, перстни, ну и нательные кресты, конечно, да, большей частью относящиеся к 18 веку. Ну и, может быть, самое интересное из того, что я хотел сказать, это, ну, пожалуй, самое знаковое событие вот с точки зрения археологии городского округа Саранска и самого города. Они связаны с изучением, с археологическими изысканиями при строительстве кафедрального собора имени Федора Федоровича Ушакова в 2003 году. Да? Все, наверное, видели этот собор. Даже из наших гостей, наверное, все знают и видели.
Ну вот на фотографии перед вами, вот эти фотографии мы обычно нигде не показываем, так как они такое более техническое состояние момента иллюстрируют. Здесь снос гостиницы «Центральной», по сути, если помните, была такая. Вот, по сути, одно из ее крыльев здесь уже практически полностью снесенное. И вот здесь вот молодые люди производят археологические изыскания, да. На перекрестке улиц Советской и Большевицкой были в 2003 году были начаты большие крупномасштабные строительные работы, и, естественно, эта территория, она является как бы историческим ядром таким города, поэтому вот эти вот изыскания, они в 21 веке нам так вот чуть-чуть приоткрыли, скажем, такую дверцу истории. Да, руководил работами Виктор Николаевич Шитов и отдел археологии научно-исследовательского института гуманитарных наук, который сейчас называется. И в 2018 году материалы оттуда были переданы нам. Назад почему-то я возвращаюсь. Вот Виктор Николаевич сам смотрит, значит, культурный слой уже во время второго этапа работ, во время рытья котлована. Сейчас я про это немножко скажу. Ну и вот здание за ним, магазин «Птица», да, можно увидеть, который сейчас реконструируется, значит. На первом этапе охранных археологических работ на месте строительства собора был заложен раскоп площадью 20 квадратных метров. В результате было установлено, что толщина городского культурного слоя здесь составляет примерно 110-130 сантиметров, с верхним напластованием примерно 60-70 сантиметров и большим количеством строительных остатков. Они датируются, ну вот, началом, или там, первыми десятилетиями 20 века. По сути, завершающей частью бытования, значит, Петропавловского монастыря, да, который здесь существовал до 31-го, если я не ошибаюсь, года. Ниже залегает слой, который датируется 18-19 веком, ну и многочисленные предметы, которые тоже вот здесь я показал. Конечно, это не все, это там меньшая часть из того, что есть. Они, да, иллюстрируют быт и занятия городского населения в это время. Это фрагмент гончарной посуды, стеклянной посуды. В том числе вот обращаю ваше внимание на вот эти вот две интересных зеленых штучки. Да, это стеклянные клеймы, так называемые бутылочные. На некоторых можно даже разглядеть надпись. Ну вот на левой там надпись РНБ и 1814. Да? А на правой верхняя литера большая М и Лондон. Латиница, естественно, да, что, наверное, свидетельствует о импортном его этой бутылки, импортного производства. Да. Ну, железные ножи, гвозди, замки, как полагается типичному городскому слою, особенно для этого времени. Ну и более, наверное, нас интересует слой постарше, да, во время уже второго этапа охранных археологических работ. Было установлено, что на большей территории поздний культурный слой сильно нарушен и переотложен ввиду строительной деятельности, причем там строительство шло огромными масштабами в разные хронологические периоды. Однако самым важным результатом является обнаружение участка с непотревоженным культурным слоем, относящимся, по сути, к второй половине 17 века. В этом слое обнаружены были фрагменты гончарной посуды, чернолощенной, орнаментированной, ну и так, не очень значительное по сравнению со всем остальным количеством материала, количество предметов. Ну вот мы видим печной изразец, например, здесь 18 века, да, это топоры, фрагменты лезвий ножей, копье метательное с улицу, его наконечник мы в левом нижнем углу можем видеть, так интерпретировал его Виктор Николаевич Шитов во всяком случае. Ну, всего 140 единиц в коллекции насчитывается, и, пожалуй, это самая значительная коллекция археологических предметов, связанных с изучением Саранска и его городского округа. В этом году в честь 380-летия была организована выставка, да, с городским древностям, скажем так, да, где вот большая часть из этих предметов, они были публике впервые, пожалуй, продемонстрированы. Ну и, наверное, все на этом, да. Если вопросы какие-то есть ко мне, да, задавайте, пожалуйста. Да, да. Угу.
Ну, карты как таковой нет, да. Получается, что археологических исследований, они очень точечно шли, причем так вот, ну, да. Мгм. Из того, что мы имеем, нет. Из того, что имеем, нет. Ну да, разумеется. Мгм. Мгм. Котлован большой, он для строительства был вырыт, он же для того, чтобы собор там построить. Мгм. Я понимаю, что это такое, да. Я имею в виду, что большую часть, наверное, вот исторической карты города мы скорее можем из документов составить, чем вот с точки зрения изучения археологического. Я понимаю. Все, если это все, тогда все. Дорогие друзья, на этом работы нашей секции окончены. Мы очень продуктивно и быстро выслушали все наши 5 докладов. Наверное, гости, которые к нам приехали впервые, с большим удовольствием, наверное, прошлись бы по постоянной экспозиции нашего музея. Они просили об этом, поэтому искренне от лица администрации музея благодарю всех за особенно приезжих, да, наших гостей. Большое спасибо и всех тех, кто посетил очно, и тем более вы посетили впервые, да, нашу конференцию. Мы надеемся, что археологические находки из Левжинского могильника украсят наши фонды. Мы их очень ждем. Вот с площадями сложнее, но да, и с людьми непросто, но тем не менее мы все равно их ждем, мы видим какое-то богатство. Поверьте, о ваших находках в Левже не далее, чем как на прошлой неделе опять говорили на самом высоком уровне, в том числе на приеме у главы Республики Мордовия. Вот, и к этим находкам внимание достаточно большое, и они, возможно, в будущем станут одним из археологических брендов нашего региона. Вот, большое спасибо коллегам из Тольяттинского музея, что впервые посетили нас. Я думаю, после того, как вы сейчас попадете в постоянную экспозицию, многие вопросы будут ваши сняты. Вот так коллеги проведут для вас самые лучшие экскурсии, именно конкретизируя те части экспозиции, которые вам